Национальная библиотека Чувашской Республики рада представить своим читателям онлайн-проект, посвященный юбилею нашей республики. На портале «Чувашская республика. Летопись столетия» вы можете узнать о главных событиях и фактах каждого десятилетия. Сегодня мы начинаем цикл обзоров с рассказами о событиях десятилетий, начиная с даты образования автономной Чувашской области с 1920 года. 20-е годы прошлого столетия стали для чувашского народа эпохой перемен. 24 июня 1920 года, когда Совнарком и ВЦИК РСФСР приняли декрет об автономной Чувашской области, был заложен фундамент для дальнейшего развития чувашского народа. Для руководства новой административной единицей был создан революционный комитет Ревком, председателем которого в Чувашской автономной области избрали Даниила Семеновича Эльменя. В скором времени сложились благоприятные условия для принятия автономии, и 21 апреля 1925 года ВЦИК постановил преобразовать Чувашскую автономную область в Чувашскую автономную Советскую социалистическую республику. Государственность чувашского народа поднялась на новую ступень. Республика получила собственные органы власти, право на свою конституцию, которая впервые была принята 31 января 1926 года, но не прошла утверждение в ЦИК. Тем не менее, провозглашение республикой своих прав было большим достижением в области национальной политики. Активизировалось общественно-политическое движение. Состоялись первые съезд Советов Чувашской АССР, Всечувашский съезд женщин, Всечувашский краеведческий съезд. Создано Общество изучения местного края. Несмотря на последствия гражданской войны, разрухи, голода и сложные условия жизни, на территории автономии работало 48 промышленных предприятий, многие из которых успешно работают и сегодня. Такие как артель чувашской вышивки «Пахатере», созданный в 1923 году, Шумерлинский завод специализированных автомобилей, основан в июне 1929 года, племенной конный завод имени Чапаева существует с 15 июня 1926 года. В 1929 году введен в эксплуатацию первый централизованный водопровод в городе Чебоксары под названием «Водосвет», ныне Чебоксарское предприятие «Водоканал». Развивалась культура и искусство, печать, книгоиздательское дело. Практически сформировался новый пласт национального искусства – чувашская профессиональная музыка. 14 декабря 1922 года открылся Государственный русский драматический театр. В 1924 году создан Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца. Новые журналы «Сундал», «Капкан», «Хадерпул», «Халга Варендес Эш» сплотили вокруг себя лучших авторов, сыграв огромную роль в развитии чувашской советской литературы. Большое внимание уделялось повышению грамотности населения. Произошло становление новой советской системы образования в Чувашии от школ ликбеза до рабфака. Все это способствовало подъему национального самосознания народа. Приглашаем подробнее ознакомиться с событиями десятилетия на сайте Чувашская республика «Летопись столетия» и принять участие в голосовании по выбору значимого события десятилетия.